Когда уходит из жизни человек, думаешь о тленности всего сущего. Когда уходят из жизни титаны, провожаешь эпоху. В ночь с 24 на 25 апреля 1997 года в немецком городе Ольсинге ушел в мир иной человек-титан, человек-эпоха Абдурахман Афтарханов. Он ушел, пережив своих палачей, приговоривших его к смертной казни. Ушел, вбив осиновый кол в крышку гроба призрака коммунизма. Ушел, подарив человечеству надежду. Абдурахман Афтарханов родился в чеченском селе Лагнойри на Теречное. Учился одновременно в 2 школах, в русской и арабской. В 1923 году он ушел из дома в город, где и получил свою фамилию Афтарханов при поступлении в Грозненский детский дом. По окончанию 7 класса Афтарханов пошел учиться в областную партийную школу. После ее окончания поступил на рабочий факультет. В 1920-30-х годах там проходили подготовку в вузы молодые люди, не получившие своевременное среднее образование. Афтарханов, не окончив рабочий факультет, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, и это дало ему возможность по рекомендации чеченской партийной организации поступить в Институт Красной профессуры. Это была уникальная возможность для молодого амбициозного чеченца. В университете он сблизился с кружком сторонников Бухарина, многие из которых тесно лично общались с лидерами правой оппозиции. В 1928 году он был переведен на 2-й курс подготовительного отделения ИКП, но бросил учебу, обосновав свое решение желанием получить техническое образование. Он вернулся на рабфак, на родину, окончил его в 1929 и попытался поступить в Грозненский нефтяной институт. Однако партийное руководство Чечни не дало ему продолжить образование и мобилизовало на партийную работу. Тот факт, что чеченец по происхождению попал в партию – феноменальное явление, не говоря о том, что его назначили сразу же 2-м лицом в тогдашней партийной иерархии республики, исполняющим обязанности заведующего организационным отделом чеченского обкома. Но в 1930 году назначивший его ответственный секретарь обкома Хасман был снят, и вместо него был назначен новый. Новый руководитель привел новую команду, а Афтарханов вернулся в Москву на подготовительное отделение ИКП. В то время он, как пишет сам Афтарханов в своих мемуарах, верил в многократно высказанную после 1917 года позицию Ленина по национальному вопросу, постановления съездов и пленумов партии, считая, что следует учитывать национальные особенности, а не вести единообразную политику на всей территории Советского Союза. Защищая свое понимание официально провозглашенных партией принципов, Афтарханов написал в 1930 году статью в газете «Правда», которая долгое время являлась ежедневным центральным органом власти большевиков. В своей статье он критиковал положение в национальных окраинах, пренебрежительное отношение к местным кадрам и неподготовленную коллективизацию в национальных районах. За статью Афтарханова исключили из института и перевели в сектор национальной печати ЦК ВКПБ, а в конце 1930 года откомандировали на Кавказ, где он работал заведующим отделом народного образования Чечни. В эти годы он организовал Чеченский национальный драматический театр и был назначен его директором. В 1932 году был назначен директором чеченского отделения партиздата при ЦК ВКБ. Это примерно то самое время, когда начали выходить его первые книги к основным вопросам истории Чечни 1930, краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне 31, революция и контрреволюция в Чечне 33, объединение, рожденное революцией 34. В соавторстве с Яндаровым и Мацеевым вышла в свет его книга «Грамматика чеченского языка». Впоследствии его приняли в Союз писателей СССР по секции критики. Он присутствовал на первом съезде писателей. В 1933 году он поступил на курсы марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Москве, а в 1934 году вернулся в ИКП и поступил на исторический факультет, который закончил в 1937 году. После окончания института Афтарханов получил направление на работу в Грозный в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКП. После возвращения на историческую родину Афтарханова в его жизни начался этап нескончаемых преследований и изгнания. В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года в Чечне было арестовано 14 тысяч человек. Позже, 10 октября 1937 года, прямо на пленуме обкома партии были арестованы все, кроме первого секретаря обкома, руководители Чечено-Ингушетии. Вместе с ними был арестован и Афтарханов, который только в тот день вернулся из Москвы и получил приглашение на пленум. Несмотря на то, что все они были арестованы вместе, обвинения арестованным предъявлялись разные. Афтарханова обвиняли по различным пунктам статьи 58 УК РСФСР, а именно в измене Родине, в участии в подготовке вооруженного восстания, в шпионаже, во вредительстве, в ведении контрреволюционной антисоветской пропаганды, в участии в контрреволюционной организации. По первым 4 обвинениям высшей мерой наказания был расстрел. 3 года велось следствие по его делу. На протяжении всего этого времени Афтарханов подвергался пыткам
физическим и психологическим, например, имитацией расстрела. Но никаких свидетельств, которые доказывали бы состав преступления, так и не нашлось. 19 марта 1940 года суд оправдал его, но НКВД опротестовал приговор, и он вышел на свободу лишь 19 мая 1940 года. В декабре того же года его вновь арестовали. В конце концов, он был полностью оправдан Верховным судом РСФСР и вышел на свободу 22 апреля 1942 года. В результате всех испытаний, мучений и несправедливых обвинений Авторханов дал себе клятву бороться с советской властью всеми возможными способами. Результатом клятвы стало то, что во второй половине 1942 года он ушел в подполье, перешел линию фронта и очутился в Германии. В январе 1943-го он переехал в Берлин, где был зачислен в штат Кавказского отдела. Его работа заключалась в том, что он готовил политические и исторические обзоры по Кавказу. Кроме того, он стал членом Северокавказского национального комитета, сотрудничая в отделе русской периодики в Германии. Вышел он из этого комитета в 1944 году. Тогда же, в 1944-м, Авторханов покинул Берлин и пробрался в американскую зону оккупации. Совместно с бандеровской организацией «Антибольшевистский блок народов» издавал журнал на русском языке «Набат», где под псевдонимом Суровцев поместил серию статей. В 1948 году он прочел цикл лекций о Советском Союзе в военной академии, которая впоследствии стала называться Русским институтом армии США в Гармише, Германии. На следующий год он был зачислен в ее штат. Авторханов проработал там до 1979-го. Именно тогда он ушел на пенсию. Он преподавал политическую историю России и СССР в 19-20 веках, историю и организацию КПСС, идеологию и доктрину советского коммунизма. Заведовал кафедрой политических наук и был председателем Академического совета института. За многолетнюю работу в американской армии награжден медалью. В этот период он стал одним из самых активных советологов. В 1950 году он был в числе основателей Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене, а также Северокавказского антибольшевистского национального объединения и его журнала «Свободный Кавказ». Он активно участвовал в создании «Радио Свобода», был организатором его северокавказской редакции. На русском отделении «Радио Свобода» читал курсы радиолекций, история культа личностей, история партии, как она была, вел раздел «Партия сегодня». В 1950 году в еженедельнике «Посев» под псевдонимом Александр Уралов была напечатана его книга «Покорение партии». Книга, переведенная на французский язык, вышла в 1951 году под названием «Сталин au pouvoir» – «Сталин во власти». Она стала бестселлером. Впоследствии книга была переведена на английский, итальянский и испанский языки. В 1959 году выходит первым изданием его наиболее популярная в СССР книга «Технология власти». В 1966 году на английском языке выходит его монография «The Communist Party Apparatus», а в 1973 книга «Происхождение партократии». В 1976-м опубликована книга «Загадки смерти Сталина. Заговор Берии». После выхода на пенсию Авторханов продолжал писать. Именно тогда в свет вышли его книги «Мемуары», «Сила и бессилие Брежнева», «От Андропова к Горбачеву» и так далее. Естественно, Авторханов, принявший участие в политических действиях мирового масштаба, проявлял особый интерес к событиям, происходящим на его родине в 90-х годах. В своем выступлении на радио в 1991 году он обратился к чеченскому народу и президенту Дудаеву. В своем обращении Авторханов призвал искать мирные пути к независимости Чеченской Республики и договариваться с демократической Россией. Он также призывал не поддаваться провокациям сторонников старого режима, разжигающих рознь между кавказскими народами. В августе и октябре 1994-го он обращается к президентам Ельцину и Дудаеву, где призывает первого остановить движение к войне, которая не нужна ни России, ни Кавказу, и встретиться с Дудаевым. События последующих лет показывают, призыв о мирном решении конфликта остался без внимания. Началась продолжительная, бессмысленная война. Яркая жизнь Абдурахмана Авторханова оборвалась в апреле 1997 года. Чеченец, крупный политолог, борец за справедливость, ярый противник советской власти, коммунистической идеологии и большевистской практики, Авторханов скончался в германском городе Ольсинге.